Коллеги, рада вас приветствовать. И сразу же скажу о том, какова будет композиция нашего семинара. В первой теоретической части мы познакомим вас с тем, что такое метапредметный подход в образовании, почему он связан не только с передачей знаний, но также с формированием способностей и компетентностей, и почему он обязательно предполагает складывание нового типа педагогического профессионализма. А во второй практической части мы покажем вам ряд фрагментов, иллюстрирующих, что такое метапредметное занятие, а также поясним критерии, на основе которых будет оцениваться ваше метапредметное занятие. Но цель конкретно моего сообщения состоит в том, чтобы кратко познакомить вас с основной идеей метапредметного подхода в образовании и дальнейшими перспективами его развития. И поэтому я сразу же введу несколько развлечений, которые нам в дальнейшем понадобятся при обсуждении темы моего сообщения. Давайте различим метапредметность, метапредметы, метапредметные технологии, метапредметные знания и способности и компетентности, которые формируются при метапредметном подходе. Это все разное. И я, соответственно, начну по порядку. Значит, метапредметность – это особый тип интеграции традиционного учебного материала, который выстраивается интеграция на деятельностных основаниях. А метапредметы – это учебные предметы нового типа, которые предполагают работу с материалом одновременно нескольких учебных предметов. Метапредметные технологии – это педагогические способы работы с мышлением, действием, рефлексией, пониманием, коммуникацией учащихся, которые используются при преподавании метапредметов и предметов традиционного цикла. А метапредметные знания – это знания об универсальных способах вот того, что я перечислила, действия, мышления, рефлексии, лежащих в основе организации разного предметного материала. И это, собственно, основное содержание образовательного процесса. И, наконец, способности и компетентности, развиваемые с помощью метапредметных технологий на метапредметах и на предметах традиционного учебного цикла, это основной показатель результативности образовательного процесса. И далее, соответственно, рассказывая про метапредметный подход в образовании, я постараюсь разъяснить только что введенные развлечения, но при этом сразу же скажу, что при подготовке вами метапредметного занятия вас и нас будет интересовать именно интегративность и построение интегративного занятия. Вот для этого и была введена вся эта различительность. Теперь кратко про историю. Создание метапредметов и метапредметных образовательных технологий началось в конце 80-х, начале 90-х годов и было связано для нас с необходимостью разработки нового содержания образования. Идея создания метапредметов принадлежит доктору психологических наук, директору нашего института, руководителю большого разработческого коллектива Юрию Вячеславовичу Громыко. И в своих книгах, в частности, «Мыследеятельностная педагогика», «Век мета», он показывает, что разработка нового содержания образования была связана для нас с разрешением следующей дилеммы. С одной стороны, к этому времени ряд реформаторов осознал, что предметный принцип организации учебного материала, а также классно-урочная система, которые сложились в новое время, тормозят дальнейшее развитие образования. Хорошо известны издержки узкого монодисциплинарного видения, которое со школьной скамьи прививается учащимся. С ним, вот с этим видением, невозможно участвовать сегодня в решении комплексных, полидисциплинарных проблем. А ведь сегодня от решения этих проблем и зависит дальнейшее развитие наук и практик. Вот Юрий Вячеславович пишет в книге «Век мета». Научно-предметная форма мышления является важнейшим завоеванием естественных наук нового времени, но у нее есть один очень существенный недостаток. Любую предметную модель невероятно, практически невозможно соединить с другой предметной моделью.
Почему? Потому что науки в новое время создавались так, что практически каждая из них выступала в виде автономной, самодостаточной единицы или монады. И ее невозможно связать с другой такой же единицей монады. И сегодня мы, когда мы вынуждены заниматься решением комплексных проблем, просто приведу из них: запуск токамака, вывод из, соответственно, строя атомного реактора, лечение рака, лечение СПИДа, та же самая проблема финансового кризиса. Это мы постоянно оказываемся перед необходимостью проводить полидисциплинарные исследования и разработки. И в этих как раз случаях необходимо выходить за границы собственной предметной области и понимать и принимать точку зрения другого профессионала. А для человека с жестко организованным предметным мышлением это в подавляющем случае оказывается невозможно. А именно таких людей мы формируем сегодня в школе и вузе, проводя сквозь узкопредметную форму организации мышления. И вот хорошо обжив свою предметную область, специалист в то же время оказывается в несостоянии, доступным для других языков, описывать ее устройство. Он навсегда привыкает к сложившейся системе понятий и развлечений, к своему конкретному видению объекта. И таким образом в условиях быстрого обновления знаний предметная форма организации оказывается проблематичной. Итак, выход за пределы предметной формы необходим. Это востребовано современным развитием наук и практик. Если образование не хочет становиться тормозом общественного развития, то оно должно следовать зову этого времени. Но, с другой стороны, отказ от предметной формы организации мышления как следствие от передачи предметных знаний, что предполагали сделать в начале перестройки некоторые реформаторы, означает отказ от многовековых завоеваний человеческой культуры. И с позиции нашего коллектива разработчиков предметный принцип организации обязательно должен быть сохранен, поскольку предметная организация мышления и деятельности является на настоящий момент самой мощной и самой высокоразвитой. И отказ от нее сразу приводит к снижению уровня организации мышления. И это почему? Потому что за каждым предметом стоят свои твердые структуры знания. Они, в свою очередь, базируются на четких понятийных категориальных различениях, на моделях, на схематизациях. А, собственно, они формируют интеллектуальную культуру и интеллектуальную дисциплину. И не позволяют нам скатываться к словесно такой смысловой пустоте. И вот средством решения данной, казалось бы, неразрешимой дилеммы предметная форма необходима, с другой стороны, предметная форма больше не является необходимой, и послужило создание метапредметов. В основу них была положена метапредметная форма организации мышления, и в соответствии с этим метапредметный принцип интеграции учебного материала, мета-надпредметный. Данный тип интеграции противостоит ряду других, в том числе такому распространенному, как тематический тип интеграции. Последний предполагает организацию разных предметов и движения в них на основе внешне похожих учебных тем. Чаще похожесть обнаруживается чисто ассоциативно, реже по смыслу. Однако данный тип интеграции не позволяет на самом деле преодолеть глубокий внутренний разрыв, существующий между разными предметами, и на самом деле создает только иллюзию, что учащийся на основе данного подхода может освоить целостное видение мира и метод работы со сложными комплексными проблемами. Другие, не менее распространенные варианты псевдоинтеграции также не позволяют преодолеть монодисциплинарный антагонизм. Будь то интеграция на основе какого-то одного учебного предмета, экологии, культурологии, древнего языка, истории или литературы, или на основе поиска сходных определений для общих объектов, движение, жизнь, вода, мир, или на основе общих хронологических сечений. В первом случае ошибочно полагается, что можно найти какой-то максимально широкий, самый вместительный учебный предмет, который может выступить основанием для других. Но как бы ни был он вместителен, он не позволяет методологически описывать устройство других учебных дисциплин. Во втором случае работа с понятием как единицей мышления
и стоящим за ним мыслительным объектом подменяется работой со словесными определениями. Это приводит к словесному движению, к вербализму и к разрушению самих интеллектуальных структур, которые лежат в основе предмета. Вместо того, чтобы осваивать сложные интеллектуальные процедуры, учащиеся начинают упражняться в словесной эквилибристике. И выход для нас к работе с понятиями за рамки определений предполагает как раз метапредметный тип интеграции. И в третьем случае хронологическое основание, оно выступает лишь инструментом упорядочивания некоторой последовательности разных массивов знания, но не внутренней их мыслительной организации. Итак, вы видите, я на протяжении всего доклада ввожу различения, чтобы мы могли отличить метапредметную интеграцию от всего остального. Метапредметность вот к перечисленным типам интеграции отношения не имеет. Есть, конечно, другие, более сложные типы систематизации, интегрирования учебного материала. Юрий Вячеславович Громыко в своей книге «Мыследеятельностная педагогика» вообще выделяет 14 типов интеграции, 14 направлений обновления содержания образования, которые стали складываться в российском образовании в 90-е годы. Метапредметный тип интеграции – это только один из них, и он не может быть отождествлен ни с каким другим. Это важно понимать при подготовке метапредметного занятия. Базисными единицами здесь оказываются, с одной стороны, определенные вещи мышления, организованность, знак, проблема, задача, знание и другие, которые надпредметные и носят универсальный характер. И второе основание. Ими выступают культурные способы работы с той или другой организованностью, вот, которые я перечислила выше, при освоении которых учащийся, собственно, формируются способности. Эти способы также надпредметны и также носят универсальный характер. И то, как они деятельностно устроены, это никак не зависит от структур предмета, но зависит от особенностей самих типов деятельности. Какие типы деятельности? Исследования, проектирования, конструирования и другие. Соответственно, материал одного или сразу нескольких традиционных предметов учебных в рамках метапредметного подхода переорганизуется и пересобирается в интегративный курс на основе метапредметной единицы содержания. То есть в соответствии с логикой работы с той или другой вещью или с организованностью мышления и деятельности, которые я перечислила. Проблема, знак, задача, ситуация, смысл. А не с темой, не с определением, не с хронологическим принципом. И можно, например, построить интегративный курс, в рамках которого материал учебного предмета будет выстроен, исходя из логики работы с разного типа задачами. Тогда на данном предмете учащиеся будут осваивать разные элементы метапредметной технологии задач. Что это такое? Это техники постановки и решения разного типа задач. Техники понимания и схематизации условий, моделирование объекта задачи, конструирование способов решения, выстраивание деятельностных процедур достижения цели и так далее. Вот эти перечисленные техники при решении задач, они универсальны. И обучение им может строиться на любом предметном материале. За счет освоения ряда таких техник учащийся начинает, собственно, осваивать надпредметную, метапредметную форму мышления, которая не мешает, а наоборот помогает учащемуся осваивать традиционный учебный материал более глубоко и более быстро. Можно двигаться по-другому, разрабатывая метапредметное занятие или цикл метапредметных занятий. Можно отталкиваться не от организованности задачи, а от организованности знания. Тогда материал учебного предмета будет выстроен так, что учащийся уже сможет осваивать не просто отдельные предметные темы, но получать знания о самих знаниевых, вот простите за этот неологизм, особенностях данного учебного предмета. Что это означает? Это и означает, что учащиеся смогут получать знания о том, как устроено знание как таковое. Знание о том, какие понятия, модели, система развлечений являются создающими данный предмет. Какой способ мыслительной деятельности лежит в основе их возникновения.
Ну, а движение от других организованностей предполагает, в свою очередь, другую пересборку, переорганизацию учебного материала и акцентировку на других универсальных принципах, которые выводят за рамки данной метапредметной формы. И теперь я еще раз акцентирую ваше внимание на том, что важно различать метапредметность и метапредметы. Потому что сейчас я говорила большей частью про метапредметы. Метапредметы, повторяю, это предметы нового типа, которые были сконструированы на основе перечисленных выше организованностей или вещей. Метапредмет знак, метапредмет задача, метапредмет проблема, метапредмет смысл, знание и так далее. Они, набор здесь открыт. А метапредметность, которая вас интересует, это особый тип интегративности, который может быть использован при преподавании традиционных учебных предметов, при разработке новых курсов с использованием элементов метапредметных технологий и метапредметных принципов. И возможность вот переинтерпретации традиционного учебного материала на основе этих единиц, которые я назвала, открывает в свою очередь новые возможности для освоения учащимися и учителями той же самой предметной формы организации. В чем состоят эти новые возможности? Они состоят в том, что предметная форма не будет дальше препятствовать учащемуся в освоении целостного видения мира, не будет ему в дальнейшем мешать при специализации понимать другие предметные знания. И в любом предмете учащийся сможет научиться видеть, распознавать некоторые общие принципы, единицы, структуры, правила мышления и деятельности. И вот я понимаю, что то, что я сказала, ново, сложно, вас об этом предупредили. Вот это сегодня мы постараемся разъяснить в ходе последующего развертывания теоретической и практической части. И мы покажем, соответственно, на примере нескольких фрагментов практических занятий, что это значит, подготовленных сотрудниками нашего института. С одной стороны, на материале физики и литературы это для старшего звена школы, а с другой стороны, на материале математики для начального звена школы. Значит, с идеями метапредметного подхода можно ознакомиться, обратившись к нашим книгам. Некоторые из них мы привезли и вам подарим. По вопросу, если кто-то более подробно захочет познакомиться с другими книгами, с этими, вот здесь указан телефон. Всего нашим коллективом разработано около 300 метапредметных курсов. Все они прошли свою апробацию. Они описаны в соответствующих статьях и сборниках. Мною лично разработано около 50 метапредметных учебных курсов. Тоже они описаны и в учебных пособиях, и статьях. И вот, соответственно, на этом слайде приведены всего лишь названия некоторых из них. Например, есть ли дно у черной дыры? К вопросу об искривленности пространства. Или знание незнания, путешествие Одиссея. Или есть ли гравитация? Или что такое государство у меня и у Платона? Электричество и магнетизм, одно и то же или разное? Что случилось 11 сентября 2001 года в США и так далее? По мере того, как создавались с нами разные метапредметные курсы и сценарии метапредметных занятий, были разработаны новые методические приемы и формы, которые сейчас нами активно используются. Это тоже важно вам учитывать при построении метапредметного занятия. Неделя метапредметного осознания, занятия с рефлексивными остановками, занятия на выстраивание личной учебной стратегии детей, дискуссии с метапредметными комментариями, коллективная игра в мыслительный эксперимент и так далее, многие-многие другие. И вот в качестве примера, иллюстрирующего только последнюю из названных форм, очень кратко расскажу о том, как мы вместе с учащимися 7 класса обсуждаем устройство пространства. Мы вместе с Алисой путешествуем по стране чудес и мысленно экспериментируем с предметами из этого сказочного мира. Все вы, конечно, помните эпизод с грибом. Гусеница предлагает Алисе откусить от гриба, утверждая, что если с одной стороны откусишь, то увеличишься, а с другой
уменьшишься. И вот данный эпизод мы используем для формирования понятия пространства через обсуждение свойств пространства, однородно оно или неоднородно. Мы предлагаем учащимся игру в коллективный эксперимент. А что будет, если пирожок, который увеличивает, как вы помните в норке кролика, из одной части страны переместить в другую, над грибом, он будет увеличивать и уменьшать или уменьшать? А что будет с пузырьком с жидкостью, если с ним проделать то же самое? И вот в процессе развертывания данной игры мы актуализируем у учащихся разные видения пространственного устройства мира, вот как на самом деле каждый из них это видит. И сталкиваем эти разные видения, которые существуют в классе, друг с другом. Что оказывается конечным продуктом данной игровой ситуации? Становится то, что сами учащиеся оказываются способны порождать идеализацию пространства и получают возможность выйти за границы евклидового пространства как единственно возможно. То есть открывается ряд новых возможностей. И это, вот этот курс, он подробно описан мной, например, в учебном пособии обучения схематизации. И в заключение своего сообщения я хотела бы очень кратко остановиться на перспективах дальнейшего развития метапредметного подхода к построению нового содержания образования, чтобы вы знали. Ну, это разработка новых метапредметов, потому что их вообще существует целый ряд. Далее, это создание новых курсов по уже разработанным метапредметам. Как я сказала, многие из них уже описаны нашими коллегами. Третье направление – разработка и апробация новых предметных курсов с использованием фрагментов метапредметных технологий по физике, математике, литературе и так далее. Эта работа сейчас очень активно ведется в рамках реализации проекта «Строим школу будущего». И предполагается и ведется работа по созданию соответствующих учебников по предметам, которые выстроены на основе метапредметных технологий. Четвертое направление – разработка и апробация новых курсов метапредметной подготовки молодых специалистов и педагогической переподготовки. И вот сейчас ряд курсов читается на базе нашего института, и об этом вопросе более подробно расскажет Марина Владимировна Половкова. Пятое направление, очень перспективное, очень важное, это разработка диагностических батарей, диагностик, позволяющих отслеживать формирование способностей и компетентностей при преподавании перечисленных выше типов курсов. Об этом специально расскажет Ольга Игоревна Глазунова. И шестое направление – это, собственно, инновация в разные типы школ, само это метапредметная форма преподавания, с учетом образовательной специфики разных школ. Ну, а успешное проведение вами метапредметного занятия будет означать для членов экспертной комиссии то, что вы действительно являетесь учителями-новаторами, которые участвуют в сложном процессе обновления содержания образования. Второе, что вы готовы участвовать в решении этой сложной проблемы преодоления узкометапредметной специализации и передавать школьникам целостное видение мира, и что вы действительно обладаете незаурядными личностными качествами, что у вас есть собственные мировоззренческие мыслительные основания, креативность, убедительность, что вы понимаете процессы, которые происходят сегодня в образовании, в школе в целом, в экономике, политике, культуре и прекрасно владеете собственным предметом. Вот. Для нас это будет означать, что вы действительно обладаете педагогическим профессионализмом совершенно нового качества и уровня, и можете быть признаны лучшими учителями года. Теперь я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Елена Вячеславовна, скажите, пожалуйста, как вам кажется, метапредметный подход в образовании – это магистральное направление развития или это один из вариантов? Спасибо. Мне кажется, очень хороший вопрос. Мне представляется, что он магистральное направление развития, поскольку он связан с решением магистральной проблемы. И вот все, что я перечислила, то есть я понимаю, откуда вопрос. 14, да? А может быть наряду из них? Так вот, экспертиза показывает, что при других подходах не решается эта магистральная проблема.
с одной стороны, должны сохранить завоевания предшествующих веков и присвоить работу с предметной культурой, а с другой стороны, мы должны сделать это по-настоящему, а не вербально и не внешним образом. И тогда мы должны переосвоить эти культурные техники на основе чего? Что мы вводим то, что мы знаем про мышление, в это предметный материал. Пожалуйста. Вот нам здесь уже неоднократно говорили о том, чтобы, давая занятия, мы представляли свой опыт, то, что мы уже умеем и делаем хорошо. Метапредметный подход, в принципе, нас пытается сейчас убедить в том, что он далеко не тождественно интегративному подходу. Значит, это принципиально новая позиция для нас. И никакой системы работы вот с этой позиции к началу конкурса у нас, конечно, сложиться не успеет. Каким образом мы можем дать урок, вот осознанный метапредметный урок с отсутствием системы работы? Спасибо. Но ввиду развлечения, потому что вы сказали метапредметный, не интегративный. Не так. Все мое сообщение. Метапредметный – это интегративный. Да. Как и все другие, они тоже все 16 и 20, все являются особыми. Дальше. Я рассказала про то, что можно как раз построить метапредметное занятие, опираясь на метапредметные идеи. И про это мы вот будем специально практическое занятие показывать, 3 практических занятия. Про это будет рассказывать Марина Вадимовна. Система, да, система, связанная с тем, что вы должны уловить сами критерии и идею. И мы вам про это расскажем. Система работы, а у нас этой системы-то еще нет. Один урок — это не система. Значит, у нас есть возможность с вами вам сейчас показать, вам объяснить, книги дать, вас подготовить, с вами связаться. Будет система. Вы, когда сегодня получаете такую подготовку, то благодаря учительской газете вы получаете возможность сразу системного видения, что нужно делать. Элементы системы получили. Я хотела бы немножко уточнить позиции в этом плане, потому что если говорить о метапредметных идеях, то эти идеи ведь могут действительно звучать и права коллега и в интегративном подходе, и в проектном обучении, и во многих других. То есть эта идея, она в общем-то в последних вот новых технологиях во многих где-то проскальзывает. Речь идет о идее или речь идет о выводе идеи уже на технологию обучения детей? На технологию все-таки мы хотим уже перейти вот в разработку настолько, что мы готовы перейти. Ну, дальше, что значит переход на технологию? То есть, если вы свой предметный материал, отвечаю вот на предшествующий вопрос, видите, можете переорганизовать из того, как работать сознание, вы уже получаете эту систему работы. Или как вы можете работать с задачей, или как вы можете работать с проблемами. И те темы, которые мы сформулировали, они вас на это ориентируют, то вы уже выходите на технологию работы в данном метапредметном подходе. Через приемы или содержание? Через содержание, и тогда вы находите соответствующие приемы. Обязательно содержание. Потому что то, что я перечислила как организованность, знание, знак, смысл, ситуация, проблема, задача, это содержание. И работая с этим содержанием, вы обеспечиваете то, что вы двигаетесь и технологически, и приемы у вас соответствующие становятся методически. Будет смотреться технология, а не словесная эквилибристика. А системный принцип связан с тем, что вы выпрыгиваете сразу на эту организованность. Все пересмотреть, как вы будете работать, через работу сознания. Или с проблемой, или с ситуацией. Пожалуйста, еще вопрос. У меня вопрос. А вы нам не подскажете, какую литературу можно еще прочитать по этому вопросу? Значит, вот мы не могли привести горы книг. Кто-то там из вас какие-то книги получит. Значит, вот эти учебные пособия, и не только они. Почему кто-то? Как мы будем готовить, если только кто-то? Нет, подожди, которые у нас есть, к концу нашего семинара. Это будет или во вторник, или в среду. Так что этот вопрос решили. И более того, подготовлен список литературы, вот мы передали. Который вы получили вчера. Который вы получили, вот ориентируясь на этот список, вы также и можете тезисы, да? Все читали? Так, и еще какой-то вопрос, или потом мы еще готовы будем ответить, после, чтобы успели еще и сделать. Погромче, пожалуйста.
Отличный вопрос. Передаю слово Ольге Игоревне Глазуновой. Спасибо большое, Евгений Александрович. Спасибо большое.